Всем привет! Мы сегодня приехали в Нюрнберг на машине с папой. А сейчас от больницы едем на Банхоф на 44-м автобусе, чтобы погулять, походить по магазинам и развеяться. Сидим и смеемся. Вова говорит: а ты не думала, что никто, кроме тебя, другие люди, там, живущие в других странах, не знают, что такое Банхоф? Я говорю: нет, не подумала. Банхоф — это железнодорожный вокзал. Вот. И также он говорит о термин. Вот, допустим, если мы записываемся куда-то на прием, это термин. Запись к врачу там, или это appointment. Appointment. Да. Запись к врачу там, или запись в администрацию на прием, или еще куда-нибудь. Администрация я тоже уже давно не говорю. Я говорю Rathaus. Вот. И также есть еще Landrasamt. Это, так скажем, тоже как администрация, да? Если это служба, как сказать, регистрации иностранных граждан, это Ausland, а паспорт это Ausweis, да? И мы уже не можем определить, где какие слова. Кажется, мы как будто по-русски говорим. Потихоньку едем. Тут остановились на остановке. Такие красивые домики, вообще я не могу. Теперь мы здесь. Сегодня на улице 17 градусов. Мы приехали на Банхоф. Будем переходить вот здесь улицу. Туда пойдем. Да, я знаю. Ремесленный двор был. Так, а мы идем дальше. Прикольный проход между зданиями. Класс. Красота. Вообще. Смотрите, какой примечательный магазин. Называется Hotbox. Будмастер. И тут вот такие интересные вещи всякие продают. Так. О, ничего себе. Интересно. Это магазин Ультракомикс называется. Видите? Вот тут метрольчики продаются. Маленький. Самый маленький вот этот 10 евро стоит. Смотри, здесь есть джампы, наверное. Типа журналы. Да, есть шики. О, это старые журналы, да? Да. А это 15 или 1,5 евро? Евро 50. Или 150? Да, вряд ли. Блин, интересно какой. Смотри, Максим, какие журналы старые по аниме. Классно. Ты хочешь по манге? Нет? Сколько он? 1,5 точно? 1,5. А где здесь цена? Красивые. О, Наруто. Класс. А почему мы не купим? Да, купим мы, да? Это 2004 год. Класс. Наруто тут, Наруто, смотри. Видишь? Ну, возьми. Здорово вообще. Журнал за 2004 год. А это все апрель 2004? Да. Да. Так и дайшики мы вот эти возьмем сейчас. А какой это год? 2003. Манго. Мега манго микс. Фюа Мэтхен. А нам не Мэтхен. А, это только для Мэтхен. Все понятно. Ну, вообще крутые. Вообще. 2003 год. Круто. Интересно, сколько он все уже стоит? Я хочу взять. Несмотря на то, что это для девочек. Я возьму. Раз. И так, это Октобер. Октобер. И есть еще вот такой. Так. Да, тут только получается Октобер 2003 и один есть за Джули 2003. Вот мы вот это все возьмем.
Здорово. А тут что? Ух ты. Всякие журналы вообще крутые. Боже мой. Здорово. Интересно. А интересно, почем тут книги, Вов? Где написано? Не знаю. 5 евро. 5 это дорого. 5 она стоила изначально, наверное. Интересно, почем тут книги? А где? А, вот, 1 евро. Бухер 1 евро. Все. Я сейчас что-нибудь еще тут поищу, пошарюсь, да. Здорово. Как это все интересно. Это что-то такое. Дер Псиман. Так, Псиман. Какой-то год Псиман. Мюнхен. О, боже. 52-го года книга. 69-го. Переиздание 69-го. Книга 69-го года. Представляете? Это что? Так. Это какой год? 88-й. Копирайт 17-й, 22-й, 30-й год, 44-й и 88-й. Нормально? Обалдеть. Класс. Тут есть автоматы такие интересные. Там, значит, шарики с фигурками. Ты туда, значит, бросаешь монетки. 8 евро штука. Вот, монетки по 2 евро. И вот там покупаешь. Тоже книги. Гарри Поттер. Ну, прикольно. Всякие вещи. Смотрите, какой Наруто новый прикольный появился. 27 евро такой стоит. Вова, так видно хорошо. Прикольные разные стали фигурки делать вообще. Вау. А тут вот это все манго лежит. Ага. Боруто это новое. У нас есть такой 18-й. Сейчас спрошу Максимки. 18-го не было. Он, по-моему, был. Ну, сейчас спрошу. А где он сам? Класс. Такие крутые фигурки здесь вообще. Максим сказал, нет у него вот новый том. Новый том Боруто мы все-таки купили, значит у нас его нет. Хорошо. 7 евро. Тамагочи. Помните Тамагочи? Еще такие есть. Обожаю такие фигурки. Раз мы сегодня с Максимом, значит мы смотрим всякие увлечения его. Он сегодня командует нами. Вот это, по-моему, новелла Вова сказал. Нет. Нет, тоже манго, да? Манго, да. Угу, манго. Интересно. Удзумаки, так это тоже про Наруто. А, это про самого автора, да? Хоррор.
Нет. Нет, нет. Нет, это про Наруто. Или как? Это не про Наруто. А, это другое. Это другая манга. Максим нашел Наруто с Розенганом за 18 евро. Вот у него там шарик вот этот голубой. Это Розенган. Вот, это очень типа круто. И у него это для коллекции нужно, да. Он его очень долго искал. И наконец-то они встретились. Представляете? На подержать. Тут еще вот он что-то достает интересное такое. Посмотрит, да. Там тоже все про Наруто. Вот тут всякие тоже фанкопопы стоят. Но они боком решили их. Просто по картинке определяли. Типа так меньше места может занимать или как? Больше обзора. Да? Вот мы уже все купили все, выходим. Вот. Купили, значит, мы на 30 евро. Значит, мы взяли пакет, антиквариатную книгу, антиквариатные 3 журнала, фигурку за 18 евро и Боруто за 7 евро. Вот такие пироги. Боруто за 7 это новый. Ну, это фигурка, новый. это ретро какая-то. Максим говорит, ее больше не выпускают. Да. И вот вот новый. вот это всё Новый мы взяли. манга. И наши ретро-журналы, там, которые 2003-2004 года. Круто, короче. Просто будет виноваты, что у матери все плохо и все. Люма. Вот не приближайся к ней, к этой женщине. Классный. О, подсолнухи. Вау. Как это все круто смотрится вообще. Только посмотрите на эти подсолнухи. Здорово. Они еще разные тут всякие есть. И другие цветы. Вот такие желтенькие всякие есть вообще. Там орхидеи. Смотрите, такими сделали. Как, не знаю, арками. Такие. Вообще красота. Вон там махровые розы, что ли. Мы уже сидим в Макдональдс и ждем, когда принесут. Вова принесет поесть. Ждем, обсуждаем, что вчера Максим притащил домой маленькую, ну как маленькую, подругу. В общем. Она просто его младше немножко. В общем, съела она пиццу, и ее начало тошнить. Или пойдем. Вот, потом они немножко прошли в сторону нашего дома. Там прилично идти 2 километра было. И это... Давай ее рвать прямо на улице. Плохо стало ей, бедненькой. И вот он рассказывает, что позвонил нам сначала, типа, ну что, пусть Вова срочно садится на велосипед. Что такое? Оливки? Ой, оливки. Что это? Финики? Вот пусть срочно, мол, садится на велосипед и везет ей обезболивающие там и от кишечника там таблетки там типа Линокса и все такое. Он уже сел на велосипед, поехал, он звонит, говорит, вот говорит, все проезжали мимо, и немцы, и все. А остановились русскоязычные, увидели, говорит, нас, подъехали, они же не знали, говорит, на каком языке мы разговариваем. Что увидели, что девочке плохо, что я тут с ней вожусь, что ее рвет. Типа подошли, говорят, что у вас случилось, он так и так, девочке стало плохо, пиццу, видимо, съела отравленную или что, плохую, просроченную. Мы, говорит, сейчас машину подгоним, увезем вас домой. И они абсолютно бескорыстно. Национальность не знаем, конечно, там русскоязычные это все. Это из Казахстана, из Белоруссии, из Украины, из России, все, всякие есть. Даже есть те, кто в Латвии живет, этот, ну, жил в Латвии, да, там сейчас здесь живет. Это тоже русскоязычные, потому что в Латвии все говорят только на русском. Ну, не только, но... Большинство на латвийском и на русском, но все знают русский, я имею в виду. Ну да. Что мы не знаем, откуда они. Но вот реально, другие никто не остановился и не спросил вообще, что с человеком произошло, не помочь ли и так далее. А именно они подошли, вот, хотя не знали ни национальность, ничего. И подвезли до нашего дома, потому что там
начали таблетки давать. Вова приехал тут же это. Давай от кишечник этот, ну типа линоксобактерий, знаете, бифидобактерий. Да, они в ДМе продаются. И так потихоньку она полежала, ее колотила. Температуру смерили 35,6. Ну, значит, пониженная, значит, человек обессилел, бледная. Ну и потом потихоньку она начала отходить. Полежала в кофте в Максимкиной. Потом поиграли они в приставку. Потом еще мальчик пришел ее, с которым она встречается. Мы поиграли в приставку и потом уже ушли гулять дальше. Вот. Но сам факт, что вот такая вот, как сказать, взаимовыручка произошла вчера. Зашли мы в Талию опять. Фриц де Горилла. Интересное такое название. Календари. Угу. Путешествия всякие, Швеция, Норвегия, Альпы. Классно. Вообще. Они, кстати, дорогие, эти календари. Сюда. Вот я говорю, книжный магазин, а тут ведь кроме книг, ого-го, сколько всего. Вай, вот это я люблю. Такие маленькие открыточки. Такие красивенькие, прям не могу, вообще шикарные. Сколько такая стоит? Так. А где ценник? А, 5 евро. 5 евро такая стоит, красивенькая открыточка. Вот, пираты, видите? Ти-ти-ри-ти-ти. Вот эти тоже красивые. Вообще. Тут вот просто свечки, типа. Что-то тоже. Принцесса. А тут пляж. Тут дерево с совами. Ну, классно, в общем, красиво. Конечно, открыточки выше не могу. О, календарь Таро. А там еще следующий есть. Ну да. Ну-ка, покажи сзади. А сколько стоит? 17. Да, ладно. Я проживу как-нибудь. Мне не надо. Вот видишь. Ну, красивый. Но я просто не думаю, что это очень прям мне очень прям нужно. Давай, вешай обратно. Ну все, реклама пошла. Да. Да мне не надо, я просто не знаю даже, куда я его повешу. Вот куда. Вот честно. Вай. Вот открытки что-то меня сегодня больше забавляло. Мы на 2-м этаже. Но мы поедем на 3-й, да, Вов, сразу? Ага. А 3-й вроде на ремонте, там на 4-й, да, надо ехать или как? Последний этаж на ремонте. А, последний теперь на ремонте, значит, Вот 3-й здесь. отремонтировали. Ух ты, смотри. Ух ты! Сейчас сделаем обзор. Класс. Ого. Как интересно, какие интересные сделали штуки. Вы посмотрите только на это. Это как типа под бамбук, да, Вова? Класс. Вообще. Вот этот магазин. Вот это красота. Да. Такой дизайн прям интересный сделали, да? Вообще. Да, с бамбуком прям очень оригинально. Да, зона, да. Класс. Вообще. Вот люблю магазины после ремонта. Белка. Такая хорошенькая. Сколько такая стоит, интересно? Упс. 20 евро такая стоит. Лев, пчела. Черный, черно-белый кот. Так, это детский отдел. Как детский? А где теперь наш отдел? Можно искать возле компьютера. Ой, смотрите, какое чудо. Спускаемся на 2-й, вспомнили, что эзотерика на 2-м была этаже. Просто мы перепутали, как обычно. Зато увидели, как сделали 3-й этаж прекрасно. Ну и нам 2-й тоже нравится здесь, как ремонт.
кафе. А кафе, наверное, нету, раз 4-й этаж закрыт. То какое может быть уже кафе здесь? Так. Франкенштайн. Так, ну и где мой эзотериш? Что, и тут эзотериша нет? А где теперь? Что мне делать? Я забыла, где мой отдел. Они тогда же на 4-м, нет, они были на 4-м этаже возле компьютерной литературы. Так, и где теперь? Точно, они были на 4-м, да? Так, на 4-м, ладно. А где теперь? Как бы давай походим, может быть, они сделали в другом месте, чем обычно. Казалось, что это находится этажом ниже. Где-то здесь. Сейчас будем искать. Вот теперь эзотерика, мы прям мимо нее прошли. Скорее всего, даже снимала ее на видео. Вот камушки здесь, вот видите, все составлены опять в корзинке. И вот она переезжает туда-сюда теперь. Вот наши карты Таро. Так. Что тут есть, интересно? Рунин. Вот помнишь, что у меня Дипак Чопра спрашивала? 25 евро. А? Дипак Чопра? Да. Вот у него книги. Ага, все, поняла. Дипак Чопра, да. А я оракул Дипак Чопра заказала. Вот, чакра Энерджи. 25 евро. Угу. Ну, нового-то ничего не вижу, но вот единственное, что тут все, конечно, перевернуто вообще. Магия в тебе. Популярен Оша. Ну уж он везде популярен, мне кажется, нет? Нет. В наших там тех странах. Там Популярен тоже Уши. Постоянно продают его книги. его мало уже. Рауф Нахте. Огель Ораки. Птиц, раком птиц. Так, тут что? Ой, это что такое тут за штучки интересные? Что это такое? Проценты какие-то. Пендель. А, это для маятника штука. Так. Тут кто-то вскрыл. Вторая часть Крафтия. Сила животных. Тут Айнмопс. Тут чего? Хербал. Тоже Крафтия. Первая, вторая часть. О! Далай-лама. So, по-английски читаю. So einfach sind Glück und innere Ruhe. 55. Шпиренштейн. Сколько стоит? Сколько ты стоишь? Сколько ты стоишь? А где ценник? Нету ценника. Здорово. Ну, я бы купила такое, если не очень дорого. Если очень дорого, не купила бы. Так, вот еще есть руны. Я так понимаю, деревянные здесь руны. Значит, вот. Sacred Destiny уже купила я такой оракул. Будем скоро гадать. Теннис Лин. Здорово. Вот меня еще вот этот рунин оракул интересует. О, кто-то его вскрыл. Вы посмотрите, что творится. Да. По ногтю определяется тип. Нет, так это, наверное... Это аюрведа. А, аюрведа? А я думала, это этот, хиромантия. Нет, нет. Meditation. Тоже meditation. Значит, Modern Witch и Witchcraft.
Шамайн. Самхайн. Шамайн. Самайн. Самайн. Оракул. Так, это что за чакра карта? Тоже интересно. Так, Seven Chakras. Палочки, наверное. Не знаю насчет этого Далай-ламы. Нет ценника на Далай-ламе. Обидно вот это. Вот эти все время думаю, купить, не купить, купить, не купить, но я... О, это что такое? Это такие, как, знаете, с написанными, мне не очень такое нравится. А это чего? Вот эти я тоже купила уже, гадали с вами, помните? Все. Вот это мне интересно. Энгельн. На день гадания. Но тут прям тоже все скрыто и что-то внутри такое засунуто. Да, все разворочено. О, вот это вот Хексенкунст, искусство. Вот это очень круто. У меня такая одна книга есть по Таро. Я купила, очень крутая книга. Так, что еще? Дэвид Крафт. Ага, ритуалы на каждый день. Алоха. Алоха. Ну ладно. Ничего нового, конечно, нет. Мы пошли гулять. Нам еще дали время. Папа там еще не собирается от мамы. И мы будем гулять еще. Пару часиков точно. Пойдем. Я хочу там в кафе попробовать сходить, которое стоит на берегу. Вот. Если туда не попадем, то мы пойдем в этот Starbucks. Да, там можно будет тоже. Он тоже на набережной. Да. Ой. Вспоминаем, где мы. Смотрите, какая красота. Вообще. Интересные вещи. Тут прям бриллианты насыпаны, да? Ограненные. Да? Обалдеть. Вот опять эта галерея. Помните, как-то заходили? И тут тоже, вот видите, там всякие арт-объекты. Не, вообще не здесь были никогда. Мы дальше туда. Да Всё. ладно, пошли в Starbucks. Уже не парься. Все, я вспомнил. Мы туда дальше прошли были. Но мы же заходили С вот в той эту... стороны мы заходили. Нет, мы заходили вот в эту галерею. Да? Да. Ты не помнишь, как я снимала здесь галерею, а вы меня ждали, и Максим вот тут сидел по телефону говорил? Все, значит, прямо нам нужно идти. Идем поищем. Ой, как красиво здесь. Многие спрашивают, почему я решила открыть английский канал, англоязычный канал. Ну, смотрите, во-первых, подтягивать можно так язык. Ну, когда тебе приходится выкручиваться, там, да, подбирать слова, говорить на иностранном языке, видите себя как бы, когда ролики тебе надо записывать, ты себя дисциплинируешь, даже не мотивируешь, а дисциплинируешь. Конечно, никто его не смотрит. Ну, кому нужны видео на ломаном английском? Но для меня это все равно развитие. Ну, в любом случае, понимаете, развитие. Вот. Потому что постепенно он все равно подтянется. Просто нужно, ну, время. Какое-то время, понимаете, для этого. И, конечно, хотелось бы, чтобы смотрели. Но рано еще об этом говорить, да, о том, что будут смотреть.
Может, и вообще не будет никто. Здесь. Давай. Да пошли в Starbucks, уже мы запутались. Мы уже забыли, где мы были. Можно вот здесь попить кофе, хочешь? Да, ну, здесь пивная. Ну, в другом каком-то еще кафе. Не знаю. Хочешь, пошли в Пошли Starbucks? возле Starbucks. Там Да. не так Почему ветер возле? дует. Почему возле? Надо в нем внутри сесть. Тут тоже вот красивая такая мебель для кафешек. Видите? Вообще прелесть. Ну, для дома, конечно, тоже подходит. Вот. Многие сердятся из-за этого. Говорят, что это такое? Зачем это здесь? Ну, мне же хочется вещать не только на русскоязычную аудиторию. Хочется как-то развиваться, хочется куда-то двигаться вперед. Я живу в Германии. И, конечно, даже хочу когда-то вещать на немецком, а как? Любой бы человек так хотел. Если ты развиваешься профессионально именно в этом направлении, а не в каком-то другом, да? То есть у меня же это основная деятельность, а не какое-то просто развлечение, понимаете? Это же не шутки какие-то. И никогда сами не останавливайтесь на, так скажем, достигнутом. Да и я ничего еще пока не достигла. А хочется, вот, хочется развития какого-то. Но мы же не знаем, допустим, как будет продвигаться наша жизнь, что в ней когда поменяется, сколько мы проживем. Но каждый может, ну, как сказать, что-то пытаться, да? Это все. И многие люди, знаете, в детстве, в юности говорят себе: да зачем мне этот иностранный язык, зачем его учить? Я никуда все равно не уеду, буду жить в своей деревне или там в своем городе, в своем районе, и мне это не нужно. Но вот я подобные слова в детстве произносил. Но в итоге пришлось и английский подтягивать, выучить, и немецкий сейчас учу. Поэтому, знаете как, лучше себе не запрещать, не закрывать дорогу, потому что действительно, кто знает, когда, где он окажется. Сижу в драном кресле Starbucks. Ой, нашла столик. Видите? Ну, нормально. Пойдет, с пивом потянем. Сегодня в Старбаксе, похоже, за пара. Смотрите, как кофе один налили. Там человек 50 в очереди. Да, мы за этот кофе заплатили за кружку 5 евро. 4,90. Ну, 4,90 это не 5. И они не смогли даже налить туда нормально, вот просто самого кофе. Ну, бывает. Нормально вообще. Супер. Так, мы прогуливаемся. Народу сегодня много. Людей выше. Мы тут ходим в магазине одежды. Магазин. Сейчас пойдем искать выход на второй этаж, чтобы добраться до Виндюбеля и до туалета. О, есть. Так, вот здесь Виндюбель. Ich weiß, dass der vor Rosenpark ist. Приопердываю эти пакетики. Тоже есть эти объемные открытки. Интересно. Вот книжные начинаются. Какие красивые. С физалисом. Или может это не физалис. Ну какой-то послен. Где? Эзотерик там. Зачем мне мелкие деньги? Я эзотерик ищу, эзотерик. Ты про эзотерик мне сказал или про туалет? А я пока эзотерик ищу. Это вот и есть наш отдел. Только он какой-то очень маленький. И мне кажется, что-то здесь немножечко не так. Как будто бы. Ну, как-то
Ну что это? Это 2 колоды, и что мне 2 колоды дадут? Конечно, это не подходит. Я думаю, что где-то есть эзотерический отдел, а это просто выложили полку. Только вот где? Сейчас будем думать. Не в Хюгендюбеле теперь отдел эзотерики назвали путеводитель по жизни. Поэтому мы не могли его найти. Вот тут все колоды стоят, какие у них есть, но их маленько всегда. Вот Лайт, вот эти очень хорошие оракулы. Вот это 24 евро стоит. И вот этот роз. Тоже 24. Ну, в этом вообще, по-моему, 33 карты только, да? Сколько тут карт? Ну, конечно, как же они их укажут количество, если их так мало, да? По-моему, 33 всего здесь, или 30 вообще. Тут вот есть, значит, Energy портал. Тут опять мои богини, которые у меня уже есть, да? Опять птицы, Таро Гранд Люкс, Хафиз этот про поэтов. Так, а это что? Animal Spirit. Это что? Это тоже у меня есть. Угу. Вот и все. Вот и пришли, вот сходили, да. Смотрите, какая тут интересная штука. Видите? Как круто сделано, да? И там, видите, внутри, раз, и как шоу. Прикольно. С 6 на 7 октября. Угу. Классно. Смотрите, витрина Dior какая красивая. Как красиво оформили духи вообще. Тут тоже, видите? Сейчас, смотрите, вот такой адвент-календарь уже начали продавать на Рождество. Его дарят 1 декабря и используют до Рождества 24 дня. И он стоит 90 евро. Что туда входит, значит, смотрите. И, значит, Валентино аромат. Пола. Дальше, значит, мы тут видим из Сен-Лоран. Дизель. Что тут? Азаро. Виктор энд Рольф. Если знаете эту марку, пишите, я не знаю. Что тут еще есть? Биотерм. Опять из Сен-Лоран. Что еще? Прада. Прада Луна Росса Океан. Духи. Опять из Сен-Лоран. Видите, сколько всего? Еще один из Сен-Лоран. Класс. Вы вот посмотрите только. Обалдеть. 90 евро это стоит. Просто. Ой, круто. Какой хороший, интересный вообще. Я бы хотела такой на Рождество, 100%. Но их скоро не будет в продаже, естественно. Вот это очень обидно. Это пока ты думаешь, то все. Так, есть еще вот такой адвент-календарь от Rituals. А ты с этой стороны обойди просто. Он стоит 80, да? Да, но там И нет есть еще такого, вот что такой Awesome Beauty. 70. 70 такой, да? Так, ну и давайте посмотрим. Да, этот 79,90. Нет, тут перечислено. Просто тут надо искать. Вот, видите, это все от Rituals, значит. И Karma Body Oil. И Ritual of Jink Sufin Body Cream. Всякие крема, в общем, масла, шаугель, значит, мыло, кружка, что ли? Christmas Ornament Castle, это что, кружка? В основном вот на картинке набор крема. Вот тут всякие, видите? Нет, таселя тут нет. Тасса это кружка, а тасель что? Вот тут прям какое-то аж платье. Красиво. Круто. А тут что входит? Вот. Тут все расписано. Тоже, видите, Awesome Beauty, значит, и разные средства там по уходу. Кисточка даже есть, видите? Кисточка даже входит. Ну, прикольно, конечно. В общем, за 90 евро вот это вполне можно покупать, потому что это реально стоит того. Так, мы пошли на автобус, чтобы вернуться в больницу. Теперь обожаю это место, где мы проходим.
между двумя зданиями. Мы как раз вот в этом кафе в больнице. Хотим попробовать здесь поесть. Не знаю, что получится, но сейчас узнаем. Вот мы заказали томатный суп. Вот так он выглядит. Не знаю, вкусно это или невкусно. И салат заказали. Салаты наши вон там стоят, но их еще не принесли. Так выглядит салат. Вот такой салат, видите? Вот больничная еда. Вот так выглядит. Ага.